Сегодня мы находимся в Волнажском районе, 19 августа 2020 года. Цель нашей поездки – Волнажский район, исчезнувшие деревни. Ну и нашим гидом будет профессор Владимир Никифорович Савельев. Он в детстве провел именно в деревне, в одной из деревень, и хорошо знает местные деревни, в том числе исчезнувшие деревни. Вот мы сейчас находимся в музее Геннадия Красильникова. Вот он в этом доме жил. При жизни Красильникова я здесь у него бывал. Вот обычный дом, ничего мудреного нет. Вот он жил и писал, и творил такие книги, такую литературу, что очень интересно читать. Сейчас мы в Волнажском краеведческом музее Волнаша. Нам любезно согласилась показать хранительница музея Наталья Вячеславовна Федорова. Музейный смотритель. Пока мы не видим здесь экспозиции исчезнувших деревень, но, надеюсь, в будущем она появится. Мы сейчас находимся на месте деревни Карабай, выселок деревни Бладкурт, Эшмекей и колхоза Байшур. Они колхоз не имели, улиц было односторонних, две улицы и полулицы вот на этой стороне. Так где-то домов 12-13, а потом где-то позже они уже заимели колхоз. Колхоз Заря был председателем колхоза Постников Николай. Вот так они обрабатывали свои поля. Вот проехали мы, как раз там поля, это карабайские поля. Обрабатывали только на лошадях. Пахали, сеяли пешком, мужики сеяли, убирали, жали тоже вручную. Вот так основная жизнь. Но потом стали они богаче жить, когда организовали колхоз. Жили хорошо. Почему вынудили их отсюда уходить? Потому что у нас общее направление было цивилизованное сельское хозяйство, чтобы убирались и работали на технике. А для техники поля просторные должны быть, а у них единственное поле вот на горе, кругом леса, кругом лага. И вот их объединили вот с деревней Казакова, у них поля единые. Вот таким образом постепенно эта деревня ушла, но жители Казакова, если мы можем приехать, жителей карабаевских можем встретить. Они жили и до сих пор вспоминают. Ностальгия, вспоминают с удовольствием, как было хорошо, как мы жили хорошо. У всех такая ностальгия. А работали тяжело. А какие годы примерно деревня исчезла? Деревня исчезла, так я сейчас скажу, 65-66 годах. И кто здесь жил по национальности? По национальности целиком удмурт. Полностью, да? Полностью удмурт. Чисто удмуртская. Чисто удмуртская деревня. Но здесь вот был один такой, значит, Кибартин его фамилия. Вот, одноногий, он потерял ногу в гражданскую войну. Коммунист, жил один, себе построил домик, одновременно сторожем работал на конном дворе и вместо теплушки поставил себе домик из лесов, вот отсюда из леса, отсюда, здесь вот из леса, на себе таскал бревна и поставил дом. Да. Так вот, в этот дом, где он жил, одновременно был сторожем, мы с отцом приезжали, они друзья были с отцом. Отец у меня тоже коммунист, и этот коммунист. Да. Вот заехали, он сразу говорит, ну чем вас, Никифор, угостить? У меня пельмени есть. Давай пельмени. Вот недавно, говорит, собаку зарезал, собачьим мясом пельмени, говорит. И из этого одной собаки у меня 3 пельмени вышло. Так я понять не могу. Ну, они друг друга понимают, что ли. Вытаскивают пельмени, значит, на форме, наподобие пельменей, завязано с этим мочалом, завязано. Вот
пельмени, наверное, одну-то не съедим. Сейчас я сварю его, а потом после вас я остатки доем. Поставил, сварил. Отец ест, я не ел. Собачье мясо не ел я. Отец ел. Вот так живет. Это какие Так годы же. было? Это было, сейчас я скажу, с отцом мы на лошади зимой приезжали, там по льду переехали реку. В школу я начинал ходить, это уже в 41-42 годах, начало войны, как раз начало войны. Тяжелая жизнь, вот он одноногий, работать он не мог, вот питался так, а за работу колхоз зерном выделял ему, сторожил этот корневод, и все. Владимир Никифорович, мы сейчас где находимся? Так Что за место тут? мы сейчас не смогли доехать до деревни Бадяр. Бадяр это, Лен. да, Клен. Она находилась, деревня, от Казакова километра 2,5-3, от Кучерянова километра 2, от самого Карабая километра 5. Вот так. И они все ходили из этих деревень в школу Кучерянова. Поэтому они так расположились близко. И все они, между прочим, находились у края леса, расположились, где есть или ключи, или речки. Ну, деревень, бадяре жили так, тоже примерно как Карабай. Ну, около 20 домов. И постепенно они ушли, постепенно они переехали в Кучеряново и Елкибаево. Елкибаево, откуда родина у нас Саушкин. И Соловьев артист. Вот. А Елкибаево от Кучерянова 1,5 километра. Вот такое расположение. Тоже все удмурты были. Примерно когда деревня исчезла? Исчезла деревня примерно одно время. Единичные там 1-2 дома были. Тоже вот в 60-х, 70-х годах. Когда политика изменилась. перспективных да, деревень была, да? перспективные деревни, цивилизованное развитие сельского хозяйства, значит, механизация, автоматизация, а для этого надо широкие огромные поля, а эти деревни и поля имели небольшие, поэтому они вынуждены были так исчезнуть. Ну, здесь, видимо, фермер расположился. А Пруд вот у него, тут, вот пасека, тут, видимо, да. Да, тут дорога была закрыта, мы видели сами. И вот комбайн стоит. Значит, поля эти уже заняты фермером. А можно было в то время, 60-х годах, бадяру дать бы технику, дорогу бы сделать. Вот тебе фермерское хозяйство. И никакой реформы не надо проводить. И вот едем и следующую исчезнувшую деревню Орехово. Это за Старым Учаном. Вот они, дети, конечно, ходили учиться в Староучанскую школу. Несколько домов тут было. И вот период цивилизации, период объединения, они исчезли просто-напросто. Вот туда вот. Дороги нет. Вот дороги нет. Вот туда, ну он говорит, проезжают, так ну мы не будем, наверное, рисковать-то. Мы чуть-чуть проедем, пойдем пешком, да и все. Не надо рисковать, наверное. Но, говорит, проезжают в этот, а там колея может быть. Вот тут, скорее всего, Нет, каменистое дно. ничего. Вон заваленный дом, вот его семей, заваленный дом. Потому что кроме этого ничего не будет. Вот следующий дом. Вот исчезнувшие дома, вот такие они бывают. Мы находимся в деревне Орехово. Вот остались 1-2 дома развалившиеся. Но здесь когда-то жили люди, и они радовались жизнью, урожаи снимали и прекрасно чувствовали себя. А дети учились в Старом Учане. Там была не средняя, а начальная школа, а среднюю школу они ходили в Алдаши. Ну вот после такой
издании закона об объединении неперспективных деревень, они угадали неперспективные. Всего домов-то тут было 12-13, как обычно. Вот. И они объединились. Большая часть старые Учан ушли, другие, может, средний Учан. Вот. И так Плюс разошлись. дороги нет, видите, мы через Да, речку в брод вот, приехали. вот видите, дороги нет. Да, конечно, общение трудно. Да, и понять можно людей. В таких условиях жить было тяжело. Поэтому они решили объединиться. Место здесь И- красивое. А место красивое. Теперь бы вот на этом месте вот эти жильцы, которые обосновались, приехали бы здесь, поставили домик, приезжали бы отдыхать сюда, в свою родную деревню. Это было бы очень прекрасно, как везде и всюду пытаются делать. Возродить его надо. Такое красивое место ничего не пользуется, не используется народом. Это удмуртская деревня была? Тут смешанная деревня. Удмурты и русские. Удмурты. Название А, русское. да, а вот тут Богородская, это в основном русские там жили. По названию деревни можно судить сразу.